с точки зрения моих личных ощущений, знаете, вот две, наверное, особенности. Первое, он был человеком без второго дна. Вот совсем без второго дна, да? У человека, который в большой политике, надо искать второе дно, потом третье, потом четвертое. А Владислав Григорьевич не было у него второго дна. Он мог быть жестким, он мог быть очень жестким, но он был очень открытым. То есть, если он не согласен, он говорил, почему он не согласен. Если он занимал жесткую позицию, не надо было догадываться по косвенным признакам, почему и что ему не нравится. Он говорил, что ему не нравится, объяснял, почему. Интриги не было. А второе, тоже такое личное ощущение, он умел очень увлекать. Ты с ним разговариваешь, и ты незаметно, ты как-то уже в его эмоциях, ты уже как-то и чувствуешь, что то, о чем он мечтает уже, и ты об этом мечтаешь. И мне кажется, что я понимаю, почему это происходило. Ведь эмоции – это такая штука, которая от человека к человеку передается только методом заражения. Оно по-другому не работает. Да? Для того, чтобы передать мечту, надо мечтать. Для того, чтобы передать любовь, надо любить. Для того, чтобы передать чувство патриотизма к своей стране, надо быть по-настоящему патриотом. Чтобы передать веру, надо верить. Вот Владислав Григорьевич на самом деле умел и любить, и мечтать, и верить, и делал это так ярко, что заражал этим всех окружающих. Вот у меня это ощущение есть по сей день.